Доброе утро, уважаемые коллеги, хайырлы эрте, хурматтуу коллегалар. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную мероприятиям, проводимым в рамках открытия 84-го сезона Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. И сегодня наши спикеры: Айдар Фатхрахманович Файзрахманов, художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая; Черных Светлана Алексеевна, руководитель отдела работы со зрителями; и Сергей Леонидович Васильев, художественный руководитель и дирижер филармонического джаз-оркестра. Айдар Афенди, ең бірінші болып сөзін сізге береміз. Татар сөзі конкурсының биылғысы инде 1 сентябрьда стартталды. Білгенімізше 1 декабрьға хәтле оның заявкалары кабул ителә. Кыскача гына шул хакта. Хәерле көн. Biz indi her vaqtda sizin yanınıza kelgende bir zor әзерлек белән dolqınlanıp келебез. Çünki sizin белән безнең эшләү ул безнең халкыбыз өчен, ул безнең тамашачыбыз өчен. Әйтәсем килә 84-нче сезонга Габдулла Тукай исемен йөрткән филармония бүгенге көндә тулысынча әзер. Безнең инде эшебез әйтеп булмый, менә бу сезон бетте, бу сезон башланып китте дип. Чөнки сезон белән сезон арасында да безнең хезмәтебез бер вакытта да тукталып тормый. Без гел хәрәкәттә, без гел эшлибез. Чөнки безнең юнәлешебез, безнең эшебезнең максаты да, аның эш хәрәкәте дә менә шушылай ул безнең халкыбызның ичке дөньясын, аның күңелен, аның юнәлешен тәртиптә тоту. Һәм шушы максаттан Габдулла Тукай исемен йөрткән филармониябездә дә ул безнең менә шушы Тукайның әйткән сүзләренә, халкыбызның алга таба омтылышына юнәлеш бирә торган хәрәкәттә без эшлибез. Һәм мөгаен менә икенче татар сүзе конкурсының да быел тагын бер кат игълан итүе барысы да менә шушы хәләтләр белән бәйләнешле. Сезгә мәгълүм ки, беренче Татар сүзе фестивале безнең республикабызда, бөтен Россия күләмендә, хәтта ки чит илдә яшәүче безнең милләттәшләребез арасында да бик зур кызыксыну уятты. Аңа 4000-гә якын кешенең катнашуы бу конкурста, лауреатларның, номинацияларның күп булуы да. Инде мен нинди үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Беренчедән без уртак бер фикергә килдек. Жюри әгъзаларын аларны алыштырмаска, жюри әгъзалары шулай ук кала. Чөнки күзаллау өчен бик әйбәт. Мәсәлән, беренче конкурсны күзалладык без, һәм шушылык кешеләр икенче конкурста катнашкан кешеләрне дә күзаллау өчен һәм уртак нәтиҗә ясау өчен. Һәм тагын 2 номинация без истәдек. Беренчедән бу автор башкаручылар. Әйтик, менә Данил Сафаров әйтик шигырь язды. Ул безнең профессионал шагыйрь түгел, әмма дә ләкин рәхәтләндереп менә шушы конкурста катнаша ала, чыгыш ясый, үзенең шигырен ул үзе укырга тиеш була. Шуның өчен бу теге менә руста әйтәләр бит, автор-исполнитель дип. Нәкъ шуның шикелле бу инде үз шигырен үзе укучы безнең менә шушы конкурсатлар була. Һәм икенче номинация. Бу номинациягә без беренче конкурсын күзаллаганда килдек, чөнки кайвакыт балалар белән әниләре катнашып ибәрәләр. Балалар белән әйтик, яисә 2 бала бер юлы бер гаиләдә менә шушындай гаиләләрнең катнашуы конкурста. Әйтик, бала белән күбәләкне укый. Бала берни, күбәләк берни. Баланы әнисе, менә шушындай әйберләрне кертергә булдык, чөнки бу бик матур күренеш булыр, бигрәк тә гаиләләрдән инде кызыксынулар бар. Мин әйтәсем килә, менә бу икенче безнең шушы татар сүзе конкурсы да безгә бик зур шатлыклар алып килсен. Тамашачыдан без бик күп ниләр көтәбез. Бүгенге көндә әле күп түгел, әмма дә ләкин безнең вакытыбыз әле бик күп. Мин уйлыйм, без бик матур нәтиҗәләргә ирешәбез дип. Рәхмәт. Татар сүзе конкурсына багышланган видеоны да карап узыйк һәм дәвам итәрбез аннан соң.
Татарстан Республикасы Президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы нәфис сөз ұсталарының татар сөзі икенші халықара бәйгесін иғлан ете. Бәйге шиғыр, мәсәл, проза оқудан ғибарат. Қатнашушыларның яшы шекленмәген. Бәйгеде шулай ук профессионаллар, үз шиғырын сөйләүчеләр, шиғыры гаиләләрдә катнашалы. Гаризалар 1 декабрьгә кадәр Татар дәүләт филармониясының электрон адресына яки WhatsApp номерына видео язма рәвешендә кабул ителә. Премиаль фонд 1 миллион 600 мең сум. Нәтиҗәләр 2022 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Айдар тағы бір генә сұрау. Былтырғы конкурста барлығы җәмгысе ничә кеше катнашты һәм быел аларның саны күпмегә артыр дип уйлыйсыз? Менә узган ел 4000-гә якын кеше катнашты. Күреп торасыз, мәдәләки инде быел безнең призовой фондыбызда шактый гына артты. Шуның өчен мин кызыксынучылар күбрәк тә булыр дип өмет итәбез. Мин үземнең эчке дөньям белән моны бик телим. Чөнки бу безнең милләт өчен бик зур күрсәткеч булыр иде. Безнең милләт ул гомер-гомергә шагыйрь булган. Безнең милләт гомер-гомергә җыр булган. Безнең милләт гомер-гомергә иҗат белән яшәгән. Ул безнең яшәү рәвешебездә дә, ул безнең тудырган сәнгать әсәрләребездә дә, ул безнең менә шундый үз эшчәнлегебездә дә чагыла. Мин аны сөйләсәм, бу бер генә пресс-конференцияда булмас иде. Шуның өчен без өмет итәбез. Узган елдан да ким булмасын иде безнең ариза бирүчеләр һәм катнашучыларыбыз. Рахмет. Прежде чем передать слово Светлане Алексеевне, давайте посмотрим еще одно видео. У нас пока некому запустить видео, поэтому давайте, Светлана Алексеевна, тогда передаю слово вам. Коротко о новинках нового 84-го сезона. Чем вы собираетесь поразить зрителей в нынешнем году? Добрый день, очень рада, что мы с вами здесь встречаемся, потому что вот любая информация, которая с вашей помощью дойдет до нашего зрителя и нашего слушателя, пожалуйста. Да. Любая информация, которая благодаря вам уйдет до нашего зрителя, это значит, что мы получим от вас ту поддержку, на которую очень рассчитываем. Вы знаете, в этом сезоне мы приготовили несколько таких новых направлений, которые специально, призваны на нас внимание обратить и молодых слушателей, зрителей, и тех, кто просто пока еще не знает, что есть интересные проекты. И, честно говоря, даже до появления Пушкинской карты мы уже продумали некоторые такие направления, которые были бы интересны. Например, музыкальная академия. Но все вы знаете, что классику не так просто начинать слушать. И многие очень боятся, что это будет не для них, что это будет неинтересно. Поэтому с Сергеем Леонидовичем и с Анатолием Ивановичем Шутиковым, мы и с Васильевым Владимиром Михайловичем мы придумали такой абонемент, называется «Музыкальная академия». И вообще вот такой курс на просвещение у нас стартовал 1 февраля. И уже прошло 4 лекции бесплатные. Вот в этом сезоне будет следующая лекция 30 сентября. А идея очень простая. То есть сначала бесплатные лекции для тех, кто приходит к нам и знакомится с теорией, историей музыки, с новинками какими-то. А потом они, я надеюсь, они приходят к нам уже на концерты вполне подготовленные. И поэтому вот такая линия, она для нас очень важна, потому что привести нового слушателя не так просто. И мы с прошлого сезона начали такую историю знакомства с эпохами. В прошлом сезоне это была эпоха барокко, такая непростая, но уже показала практика, что достойное внимания. В этом году у нас будет такое направление романтизм. И поэтому мы пригласили замечательных музыкантов, которые будут в рамках этого проекта выступать на сцене Татарской филармонии. И я думаю, что это многих заинтересует, кто увлекается в принципе историей, культурой. К нам приезжают великолепные в этом году исполнители. Вы знаете, просто красивейший сезон по набору звезд, которые к нам приезжают. Это, конечно же, и Агунда Кулаева, известная оперная певица. Это и замечательные исполнители на фортепиано, это и Георгий Чаидзе, и Варвара Мягкова, которые сейчас на небосклоне, вот знаете, они просто вот звездочки такие, я думаю, что мы с их помощью приобщимся все вместе вот к такому наследию культурному под названием классическая музыка, но в исполнении еще замечательных музыкантов. Мы открываем сезон 23 числа, и к нам тоже приезжают великолепные музыканты с великолепной программой и с интереснейшим проектом. Это будет и Манана Гагикидзе, и Альберт Джалилов, это очень
очень известные певцы. Ну и музыка Андрея Петрова, она знакома всем по фильмам. И, конечно же, вот такие звездные исполнители в сопровождении наших великолепных оркестров, это, конечно, и для тех, кто уже любит наши концерты и наших исполнителей, и для тех, кто только еще собирается прийти к нам, да? И, конечно, перечислять всех достаточно сложно, потому что много. Это и квартет, который приезжает из Санкт-Петербурга, это и целая серия исполнителей романсов. А романсы — это всегда интересно, это всегда близко. И нам кажется, что, ну, это для тех, кому там за уже какое-то... Ничего подобного. Молодые исполнители настолько шикарно исполняют романсы, что, я думаю, это заинтересует всех. У нас такой жанр кроссовер. Я вот не случайно перечисляю именно то, что мы, конечно же, предлагаем и нашим молодым слушателям для того, чтобы они, в общем-то, обратили на нас внимание. Это прежде всего классика в джазовой обработке. Да? Это всегда очень интересно, когда знакомые темы, кому-то незнакомые, но они становятся знакомыми еще именно потому, что они представлены вот в таком немножко шоу-варианте, но от этого на этой музыка хуже не становится. Этот жанр изобретен в Санкт-Петербурге, его придумал когда-то квартет, который там терем-квартет, и с тех пор этот жанр прямо, знаете, шагает по миру в самых различных вариантах. И кроссовер — это то, что мы все знаем, смешение всего, но при этом всегда очень привлекательно. Так что вот таких вот интересных... У нас, конечно, будут и фестивали, у нас, конечно, будут же и вот конкурсы, и про джазовую Казань уже нам расскажет Сергей Леонидович. Но я хочу сказать, что про все концерты Татарской филармонии можно посмотреть на сайте. У нас всего 21 абонемент. А абонемент — это, прежде всего, знаете, такая вот карточка входа, да? Хочешь на классику, на фортепиано, вот тебе абонемент на фортепиано. Хочешь познакомиться с мировой музыкой, там, где будет ирландское шоу, там, где будет степ вместе с джазом, красивая программа, невероятная. Тут же будет, например, такой интересный оркестр волынщиков. А что такое волынка? Кто знает, что такое инструмент волынка? Вот мы их увидим, как они там шествуют по залу и играют. Ну и при этом еще и узнаем, что такое культура, да, вот Шотландии или Ирландии. И, конечно, вот все вот эти программы, они призваны сказать казанскому татарскому зрителю, что в Татарской филармонии есть предложение для абсолютно любого слушателя. А наш филармонический лекторий — это ведь тоже программы, которые и для детей в виде музыкальных сказок, и которые уже сейчас можно полюбопытствовать, что там за программа. Это и история романса или история арии, который будет исполнять вот в рамках этого абонемента. А какой к нам приезжает балет, всегда красивый. У нас такой красивый зал с такой поддержкой медиа, технологий, которые, знаете, вот прям вот душа радуется, что есть такой зал, есть такие возможности, когда красивейшие балетные спектакли находят своего зрителя. Не только в оперном театре, знаменитом казанском, но и у нас на нашей сцене. Поэтому, конечно же, про все концерты рассказать я могу, но это, наверное, будет достаточно долго, поэтому скорее отвечу на ваши вопросы. А вот завтра у нас открытие сезона. Это, конечно, большое наше удовольствие, потому что знаете, сколько у нас поклонников этого оркестра, поклонников Анатолия Ивановича Шутикова, который является не просто там народным артистом Российской Федерации там, и заслуженным деятелем искусств Татарской Республики, да, но это прежде всего любимец публики и оркестр, которым может гордиться не только Казань, но и вся республика, и вся Россия. И еще, насколько я знаю, в этом году 75-летие Анатолия Ивановича. Да. И мы, конечно же, будем его поздравлять и чествовать. Это удивительный музыкант, это удивительный человек, достоин всеобщей любви, почитания, уважения. Я надеюсь, что мы всем миром будем не просто его поздравлять, а вот чествовать, как вот нашу звезду. Вы знаете, он всегда улыбается. И он улыбается, и всегда его оркестр улыбается. Такой благожелательности, доброжелательности к музыке и к публике надо вообще поискать. Спасибо вам большое. Уже в октябре стартует международный фестиваль «Джазовая Казань». Сергей Леонидович, в рамках фестиваля сколько концертов, какие даты и кто хедлайнеры? Здравствуйте. Я рад вас всех видеть этим утром здесь. Нам очень приятно, что вы пришли. И мы пришли. Это удовольствие действительно большое и ценное. Да, традиционный филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан открывает свой сезон фестивалем «Джазовая Казань». Это фестиваль действительно гордость республики. И в этом году, я уверен, он не оставит равнодушным никого. Открываем мы фестиваль 8 октября. Это будет такой
совместный концерт с потрясающим квинтетом, которым руководит знаменитейший российский джазовый пианист и дирижер Сергей Жилин. Он известен широкой публике по своим телевизионным проектам «Голос», «Танцы со звездами», «Две звезды». И вы знаете, это потрясающий музыкант, который очень скрупулезно подходит к своей программе. И то, что мы делаем эту программу совместно, для нас это очень большая честь. И, в общем-то, мы благодарим его за доверие нам. И, уверяю вас, это будет очень-очень феерично. Сергей Жилин, его программа «Джаз Пауэр» совместно с филармоническим джазовым оркестром. Следующий концерт пройдет уже 15 октября. Для меня это очень важный концерт. Вообще образование джазовое, оно построено на изучении джазовых стандартов всевозможных. И, как мне кажется, что мы недостаточно времени уделяем современной музыке, современным композиторам. Но это проблема вообще общая, музыкальная, скажем так. И мы делаем акцент на молодых, талантливых авторах. Это музыканты, которые уже известны, скажем, в узких кругах джазовых, не только в России, но и за рубежом. И для нас тоже большая радость, что мы смогли их собрать вместе, и будет такой концерт, где будет звучать авторская музыка и авторские аранжировки. То есть это современное видение музыки творцов, музыкантов 21 века. Во-первых, это Иннокентий Иванов, вибрафонист, что очень интересно, то есть не трубач, не саксофонист, то, что в первую очередь ассоциируется с джазом, а вибрафон. Аик Григорян, который приедет к нам из Еревана, это потрясающий джазовый трубач. И Сергей Долженков, это джазовый тромбонист, солист оркестра Игоря Бутмана. И вот эти три автора представят свою музыку. Мне кажется, что это будет очень интересно. Этот концерт называется «Новые имена джаза». Но для джаза они, конечно, имена не новые, но в Казани со своей авторской музыкой, я уверяю вас, это будет очень-очень любопытно и очень интересно. И закроет фестиваль всем известный джазовый трубач Вадим Эллинкрик. Это будет концерт в рамках поддержки его нового альбома. Мы не смогли пройти мимо, и мы тоже присоединяемся к поддержке и к словам поздравления Вадиму, потому что все-таки новый альбом – это большое событие для каждого артиста. Вот, например, у филармонического джазового оркестра в этом году вышел альбом, полностью посвящен музыке татарских композиторов в оригинальных джазовых аранжировках. Вот. Это, мне кажется, тоже для нас большое событие. Вот. И вот таков фестиваль «Джазовая Казань». То есть так мы открываем свой сезон. Но на протяжении всего сезона у нас будет, пожалуй, одни из самых лучших и известных джазовых исполнителей в России. То есть, конечно же, наш большой друг – это народный артист России Игорь Бутман, наш не менее большой друг Даниил Крамер и Терри Бериашвили, наш тоже хороший друг. Вообще у нас много друзей, которыми мы гордимся. И как вишенка на торте, так кто-то спрашивал сегодня даже, что у вас оригинального? Вот вы знаете, у нас будет совершенно оригинальный концерт. То мы ждем в гости всемирно известную оперную певицу Веронику Джоеву. Это будет совместный концерт. Она будет петь. Вы знаете, я даже не буду говорить, что она будет петь. Это будет потрясающий сюрприз, уверяю вас. И говорить об этом можно бесконечно, но, как говорил классик, лучше один раз услышать. Спасибо вам большое. Айдар Абысин, Я вот немножко хочу дополнить моих коллег. Видимо, то, что я здесь как худрук еще фольклорной музыки, а не слово о фольклорном ансамбле. Как будто бы не существует фольклорного ансамбля Республики Татарстан. Поэтому я хочу дополнить по этой линии. У нас тоже очень много проектов. Во-первых, это выезды в районы нашей республики, в 43 районах нашей республики. Ожидается выступление ансамбля по линии
лауреатов первого фестиваля, конкурса «Татар Сузе». Мы этот проект уже начали. Здесь мы содействовали артистов Камаловского театра, артистов театра Тинчурина, кто участвовал, детей, кто участвовал на первом конкурсе. Я думаю, что это очень такое событие, потому что по такой линии, совмещая стихи, совмещая поэзию с фольклором, еще не было таких проектов. Еще там проект «Найтясым Киля», это у нас связано уже с Министерством просвещения нашей республики, выступление перед школьниками, непосредственно в самих школах, непосредственно в домах культуры районов, городов. Это тоже вызывает очень большой интерес у детской аудитории, потому что мы своих непосредственную публику, аудиторию мы должны подготавливать именно в этом возрасте. Эта линия идет. Еще один проект, он у нас был начат в прошлом году, он у нас продолжается. Біздің Ғалижанов шағир деп атала. 4 октябрьда біздің Сажида Сулейманованың кешесі узачақ. Я перешел на татарский, чтобы это еще более было доступно. Hem tağın bir bize şagirimiz ansı bizim 4 dekabrda bu İldar Yüzeyev'nin icad kişesi. Elbette bunda tek şiirler gene bulmayı, bunda indi bu jırlar bile, şiirler bile. Ondan sonra İldar Yüzeyev'nin siz bilesiz, o bizim bik türlü yönelişte işlegen şagirimiz. Onun bir köp spektaküller, o yazgan spektaküller vardı bizim Tinşurin Tiyatrda. Mine şunlanda şu spektaküllerde de ecriklerini kursetip, men olayım mine şuşunday motor, çın mağınasında Gali Janap şagirinin isimine, onun isime to'g'ri kelerlik şuşunday bizim şaraları püsküttüle. Наверное, то, что я хотел добавить. Рахмат сізге, құрметті коллегалар, сіздің сұрауларға көшейік. Давайте перейдем к сессии вопросов. Хайырлы күн, Татар-информ, Гүлсем Ибрагимова. Сіз приз фонды бұйыл міне татар сөзінің артты дедіңіз. Ол номинациялар арту білен бейлі? Ол әлбәттә номинациялар арту белән билгеле. Менә 2 номинация булсак, 2 номинациядан безнең әле һәрбер яш буенча да безнең категорияларыбыз бар һәм шуның хисабына без аны бөтенесен дә уйлап, бөтенесен фикерләшеп эшләгән әйбер. Шуның ул бик кызык әйбер иде. Мәсәлән, узган ел безнең призовой фонд 1 миллион дигәч, аны халык бит уйлап алгандыр. Һәр 1 миллион акча бирәләр икән дигән ул 1 миллион категориялы бүленә. Ну, шул чиракта да аның беренчедән катнашу дәрәҗәле. Икенчедән инде анда да әле бүлгәннән соң да шактый гына матур призовой фонд килеп чыга. Шуның өчен хезмәт хакы диярлек була. Гран-при иясенә дә күпме каралган? Күпме? Гран-при иясенә. Гран-при иясенә 100 мең. Менә аннан соң шушы районнарга чыгабыз дигән идегезме? Ул бит инде аңлагымча ансамбль һәм менә шушы татар сүзе бәйгесендә җиңүчеләр бер. Әлбәттә, әлбәттә. Тағын сұраулар? Данил Сафаров. Болса, исәмсез Данил Сафаров, матбугат.ру. Әлеге дә баягы татар сүзенә кайтып Айдар абый әйтмәссез микән, менә 4000 катнашучы бик күп бит инде ул. Аны жюри әгъзаларын ничегрәк карый? Сез ул 4000 катнашучыны шушы жюри әгъзаларына бүлеп бирәсезме? Аннан чыгып ниндидер шорт-лист шикелле әйбер килеп чыгамы? Аннары сезнең анда ул кухня ничегрәк уза? Теге совет замандагы шикелле бөтенесе кул күтәреп бер тавыштанмы, берәни дип жюриялар араларында фикер бәрелеше буламы? Әз генә сөйләп китсәк шул турыда. Дали бик матур сорау, мин әйтәсем килә. Менә беренчедән жюри әгъзалары шул кадәр менә теләктәшлек белә, без шул тату эшләдек узган елда. Беренчедән, иң беренче менә безнең җыелышыбызда без уртак бер фикергә кирәбез. Ничегрәк бәяне бирәбез, мәсәлән, карыйбыз кайбер килгән ниләрне, сюжетларны һәм шунда инде без алабыз кыйбла. Мәсәлән, бу синичек нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш. Иң беренче таләп әлбәттә бу сәнгати югарылык. Сәнгати матур итеп уку. Әлбәттә монда балаларга карата инде безнең күңелебез, ул инде безнең киләчәгебез. Без балаларга бер никадәр ниләрдә куябыз инде, анда төшү планканы түбәнрәк тә төшерәбез. Беренчедән менә шушында 1-2 заседание уза. Бәлки утырышта без уртак фикергә килеп, бөтен жюри әгъзалары, чөнки 4000 гаризаны карап чыгарга кирәк. Аннары соң инде без бүлешәбез 2-3 кеше итеп.
Бүленәбез дә карыйлар. Мәсәлән, бу бер карада без 150-200 гаризаны карыйбыз. Менә шулай итеп карыйбыз да, аннан соң тагын уртак бөтенебез җыелышып, менә шушы сайлап алган гаризаларны карыйбыз. Бергә аларны инде бергә карыйбыз. Монда бер нидә безнең гауга килеп чыкмый, чөнки әйтик Фуад Галимуллин, әйтик Искәндәр Гыйләҗев, әйтик Илдар Кыямов, алар бөтенесе дә инде үзләренең сүзләрен безнең халкыбыз алдында әйткән кешеләр, кыйблаларым кайвакыт инде миңа теге сәнгать пәрвәр сәнгать кешесе буларак үземнең сүземдә әйтергә туры килә. Бу инде мин жюри әгъзасы буларак, әмма мин бер вакытны да теге киртә булып төшәргә җыенмыйм. Без бик уртак фикердә, бик матур фикердә, менә иң беренче безнең бөтенебезнең теләгебез, безнең менә шушы шигъриятебезне, безнең нигезебезне матур итеп тамашачыга җиткерү. Рәхмәт, тагын сораулар, Дания. Хәерле көн, Шәһри Казаннан Дания Нәгыйм. Айдар абый, менә сез әйтеп үттегез, автор башкаручы номинациясендә профессиональ булмаган кешеләр катнаша ала дип, бу чынлап та шулаймы? Һәм бу профессиональлек дәрәҗәсен ничек билгеләргә, мәсәлән, яшь шагыйрьләр анда катнаша аламы? Һәм икенче сорау, күбрәк нәрсәгә игътибар биреләчәк менә автор башкаручыларның чыгышында, эчтәлеккәме яки инде башкару осталыгынамы? Рәхмәт. Дания, менә мин сезне хакыры гына җыр жанрына күчерәм. Безнең бар үзешчән башкаручы җырчыларыбыз, безнең бар профессионал башкаручы җырчылар. Монда да шундый ук бәһә булачак безнең тарафтан. Беренчедән, үзешчән дигән сүз ул бит инде әйтә, ул мәсәлән бер ниндә язучылар союзында да тормый. Аның эш шөгыле ул шагыйрь язучы түгел, аның белән шөгыльләнми. Мәсәлән, менә син журналистка, Дания. Син шигырь язасың, әмма син ул шигыреңне кемгәдер биреп укытырга тиеш түгел, ул шигыреңне син үзең укырга тиештең. Шуның өчен ул автор башкаручылар дип атала. Алай булган чиракта без әлбәттә синең күңел халәтеңне дә, син нәрсә әйтергә теләгәнеңне дә бөтенесен дөрес бирә алачакбыз. Автор башкаручы. Бу синең беренче соравыңа, икенче соравың нинди иде? Күбрәк игътибарны эчтәлеккә бирәчәксезме яки башкару? Беренчедән эчтәлек. Аның шигыре, һәрбер шигырьнең аның шигыре югарылыгы булырга тиеш. Ул ниндидер бер сәнгать, әсәр сәнгать кануннарына туры килергә тиеш. Һәм инде әлбәттә башкару осталыгы да аның сәнгатыга, чөнки анда катнашкан конкурста җиңгән кешеләрне без әлбәттә үзебезнең гала концертыбызда киң тамашачыга сәхнәдән тәкъдим итәбез. Аның әлбәттә бәлки анда инде бер никадәр безгә режиссер тарафыннан да эшләргә, әмма бундый ниләр безнең күз алдыбызда булырга тиеш. Сәнгате югарылык дигән әйбер ул безнең куелган шушындай югарылык. Яхшы, рәхмәт, ләкин менә тагын өстәп ачыклык кертеп бетерәсе килә. Мин үземне, мәсәлән, профессионал шагыйрьләр рәтендә санамыйм, ләкин быел мин язучылар берлегенә кердем һәм минем шигырь китабым бар. Димәк, миңа монда катнашырга ярамый булып чыгамы? Мин алай дип уйламыйм, моны без шулай киңәшергә тиешбез. Мәсәлән, профессионал шагыйрьләрдә әгәр дә аларның катнашасылары килә икән, автор башкаручы буларак. Мәсәлән, үз шигырен әйтик Марсель Галиев чыгып укый икән үзе теләгәнчә, без аны шулай бәяләчәкбез. Бу мөмкин. Син инде быел кергәнсең икән, әлбәттә рәхимит, мин инде әйтермен, менә Дания шундый сораулар биргән иде, менә күрәсез ул сәхнәдән бүген ничек итеп укыйды. Бу безгә тагы да матур бер үзенә күрә бер чәчәк булыр. Рәхмәт, Виктор. Тагын сораулар, рәхмәт итеп сәхнә журнал. Журнал «Сахня», Габдуллина Алсу. У меня, наверное, вопрос, Светлана Алексеевна, к вам. Заинтересовали лекции, посвященные музыкальным эпохам. Вы говорили, по итогу прошлого года примерно можете охарактеризовать, какая аудитория у этих лекций, много ли желающих, и где они проходят, и есть ли квота на количество участников? В прошлом сезоне, начиная вот с марта месяца, эти лекции веду я инициатор этих лекций была, и я благодарна филармонии, что она мне такую возможность предоставила, эту линию здесь развивать в Казани. И получилось, что вот 4 лекции у меня прошло в прошлом сезоне, было ну, там по 200 с лишним человек в зале, это была и наша основная аудитория, те, кто пришел вновь. 5 августа мы проводили презентацию сезона, у нас было 430 человек уже в зале, вот сейчас 30
30 сентября уже полностью весь зал занят, но у нас там ведь есть социальная дистанция, поэтому я думаю, что если у нас зал там 600 с чем-то мест, то человек 450 у нас будет. Что это значит? Это значит, что люди, которые к нам приходят, они самые разные, из всех разных возрастов, да. Есть и учащиеся, например, 35-го лицея. Учитель один приводил по 35 человек в свои разные классы, я все время волновалась, что как они там выдержат, легко выдерживают, и наша постоянная публика, и те, кто услышали. И на самом деле привлекательно даже, наверное, не то, что это бесплатно. Бесплатно это мы делаем намеренно, то есть не потому, что это плохой продукт, а потому что это линия такого просвещения, да, и поэтому я в прошлом году просто пробовала разные темы, это была лад и мелодия, это был ритм, да, то в этом году немножко проще будут темы, например, вот эпоха романтизма, будет тема вальса, очень красивая тема, откуда он взялся и где он применяется, тема про дирижера, кто он такой, для чего ему дирижерская палочка, ну и тема разных жанров танцевальные, которые тоже есть в музыке. Мы проводим это все в большом зале, я приглашаю в качестве участников музыкантов. Это и наши солисты нашей филармонии. И вот в ближайшем будущем, 30 сентября, у меня будут учащиеся десятилетки при консерватории. Им это очень интересно, а мне это тоже важно приобщать детей к тому, что они учатся для того, чтобы потом оказаться на сцене, да, для того, чтобы потом кто-то их слышал. И мы вот этим самыми действиями, мы как бы пытаемся по разным направлениям действовать. С одной стороны, привлекать внимание к филармонии, которая заботится о том, чтобы создавать атмосферу интереса к музыке, к самой разной, правда? А с другой стороны, мы даем молодым исполнителям сцену, где они могут выступать. А с третьей стороны, это просто наша новая линия, которая, я думаю, интересна не только филармонии, но и Казани, а мы хотим это у себя проводить. Поэтому вот я думаю, что мы будем ее продолжать. Я договорилась с Национальной библиотекой, что от имени филармонии я тоже там лекции буду читать, и ближайшая у меня будет 11 ноября. Такая, знаете, будет лекция, называется «Музыкальная машина времени». Вот, и тоже буду привлекать самых разных музыкантов. Цель одна – привлечь внимание к музыке, да, чтобы она была доступная, потому что я вот в рамках Пушкинской карты обошла уже больше 30 учебных заведений города Казани сама, ногами. И я понимаю, что к филармонии отношение немножко такое вот настороженное. Интересно ли нам будет там, да? А наша задача вот с коллегами сказать, да у нас хорошо, у нас и для вас тоже есть. И вот я им тоже предлагаю, а поучаствуйте в наших и программах, которые мы для вас приготовили, и для специальных проектов, которые мы для вас приготовили. Но по-честному мы их приготовили до Пушкинской карты, да? Поняли, да? Что мы поняли, придумали вот все эти направления до появления вот этого замечательного такого проекта, который позволит молодым людям потратить деньги на культуру. И поэтому вот у нас будет и Николай Фоменко, например, 13 декабря, да, он будет читать Бунина и Зощенко, но аккомпанировать будут ему фортепиано и виолончель. Я сама придумала, и спасибо, мне помогли сделать проект «Музыка из Лайт», то есть музыка, да, легко. И приезжает пианист из Германии Вадим Пальмов, и мы с ним будем вести такой концерт-диалог с публикой, вообще кто такой музыкант в настоящее время, и чем интересна вообще фигура музыканта. И мы такие же люди, музыканты такие же люди, как публика, и вот 9 декабря будет такой проект. Понимаете, вот все эти лекционные и вот такие программы просветительские, они не должны быть полностью на угоду публике. Это вот некоторые говорят мне, я вот хожу по учебным заведениям, а будьте ближе к народу, давайте, вот они все клиповые, они все только на музыке, у них ассоциации с музыкой в компьютерных играх. Я говорю, нет. Мы же с вами все равно читаем Пушкина, мы же все равно его не переделываем в комиксы, правда? Мы же все равно стараемся привить какую-то культуру восприятия литературы, живописи, да, архитектуры. В своих лекциях я всегда провожу такую параллель между литературой, живописью и музыкой, потому что это тот самый огромный класс культуры, который хотелось бы сохранить. Ну вот в Татарской филармонии есть такая возможность, и я этому очень рада. Спасибо большое. Я так боялся, думаю, вот Светлана Алексеевна не будет говорить по пушкинской карте, вот молодец, что все это выложила. Но я хочу добавить, что до пушкинской карты, вот ансамбль фольклорной музыки, мы еще начинали Тукаевскую карту. Практически она то же самое. Вот мы ездили по школам,
Привлекаем мы сейчас 14 лет и старше, да, до 22 лет, но я думаю, что на следующий год, может быть, вот эта разница, она будет уже не с 14, скажем, с 11, с 10 лет. Молодежь, чтобы привлечь, вот школьников, вот это очень хороший, вот у нас Светлана Алексеевна очень засучив рукава занимается вот этим, мы очень благодарны, и мы готовы, так ведь, Сергей Леонидович? Мы вместе придумываем Вместе разные мы, проекты. просто Знаете, вот мы сейчас спасибо. отправили письма в школы и в учебные заведения, но сначала с ними со всеми позвонили. Идея такая: а хотите, мы у вас эти лекции проведем, а хотите, мы приведем на какие-нибудь экскурсии в филармонию, а хотите, мы... Музыка — это тот же самый язык. Сейчас все задачены языком. Я, к сожалению, не знаю татарского языка, очень хочу его выучить, но я же понимаю, что музыка ведь тоже Теперь у вас иностранная. есть такая Музыка ведь возможность тоже... выучить. У вас получится. Я пошла Мы в уже это на верим. курсы, да. Так вот, музыка же тот же самый язык. И если мы сейчас культивируем такое, вот знаете, всестороннее образование наших детей, то почему бы музыку не включить в качестве хотя бы такого познавательного курса? А мы готовы не только развлекать, но и так незатейливо и очень ненавязчиво, но обучать этому языку. Я думаю, что у нас это получится. Мы, засучив рукава, со всех сторон собираемся это продолжать. И вот сейчас ко всем обращаемся, надеюсь, с вашей помощью. Вы на нас внимание обратите, а мы поможем. Куда пойти, направим, на какие концерты вам будет удобнее, где молодежь не уснет, где ей будет интересно. Учителя, ведь учителя, если пойдут хотя бы один, за ним пойдут люди. Если кураторы заинтересуются вот этим каким-то таким новым направлением, да, для развития воспитательной работы, они тоже к нам пойдут и за ними пойдут. Понимаете, вот все-таки классика, ну, кстати, как вот и фольклорный любой ансамбль, они требуют проводников, миссионеров. И вот мы сейчас по Казани ищем миссионеров, мы организовываем центры волонтеров, потому что это люди, они уже есть. В филармонии у меня уже целая армия таких людей, которые готовы разносить вот эту вот информацию о том, что у нас есть со всех сторон по всей Казани. Ну и с вашей помощью, надеюсь. Спасибо большое. Еще, по-моему, есть вопросы, да? Мына автор башкаруучу турында айтып уздык, гаилә номинациясендә анда ике бала катнаша ала дидегез, бала белән әни катнаша ала дидегез. Мәсәлән, бөтен гаилә катнашса, шундый мөмкинлеге бармы анда бала, әни, әнисе? Мөмкин, әгәр дә шундый сценарий бар икән, әгәр дә нидер бер спектакльдән, хәтта ки андый нигә дә мөмкин, гаиләләрнең катнашуы безгә зарур. О иң безнең өчен кыйммәтле әйбер. Рахмет. Тагын сұраулар бар ма, коллегалар? Біздің сұраулар тамам, на этом наши вопросы закончились. Мы вам желаем хорошего сезона, побольше зрителей, побольше молодежи, чтобы привлечь. Спасибо вам, вашим Вот проектам. я от своего имени тоже хочу поблагодарить вас, Бизур Рахмет, сізге журналисты. От вас взаимные наши вот контакты, от нашего контакта и взаимной нашей работы зависит очень многое. Зависит, какое поколение вырастет. Зависит, чем это поколение будет жить. Это поколение может жить компьютерами, только телефонами, или это поколение будет ходить на прекрасные концерты, которые проходят у нас в зале филармонии, который будет жить именно искусством. А когда живет человек искусства, вы сами по себе знаете, насколько хорошо. Это человек чистый и журналист такой же. Спасибо Так вам вы хотели большое. добавить, да? Уважаемые коллеги, хорошего, удачного дня вам.